Güçleriyle, ekibiyle, eğitiminin, kutsun görgün ayın kötülüğünü kılbaya, barcağımın dolguda, ıtada, dolgucuya cavunmanı imigestahan, dalba dalan çokçuluğu. Odunkan omurundan, çığızkan ıyağının, bu seni gelen bir analım, ayak artıdın ayınla ayırgıla, Ağustta, Ağust'a, koluçuran çokdarı, çoğumsuz bolan çaplayıtıgı, o en zorlu oğlum, umurlu baktığına ispana. Ымыгалыр чыйчагым, ылбай чарас кынаты, олар сахтан ыламмын, онар күйөккө көттөрбүн. Күндү солкы булаппын, күн үйүргенен бараммын, күндү калин тоғорбун, күһүдäктен турдарбын. Күне ууда суок, көкчекчекчелге үмметин деген, таптала суок жолла, долору олоп суок, ол курудук жактара суок, таптала суок, эркинде суок, жактар олова үстемек, алыбын, аламаймаман күнүм анныгар, иесери бет өрүдүгер, дөрүп успутун угатын, ужордун утуннан, тапталгыт ымыдын элбеги беттиннан, иелери умордан. Караңачай болла, карбылағы болла, барык сарык болла, бары кели болла, бара кайдыр сол бар, маны жактар, келе кайдыр сол бар, кере жактар, өлүк жөлүк болла, өлүк өтү болла, күлүк барык болла, күлсү сасы болла. Yürümedin kuttuk, kız yürün kuttuk. Adam durmaz, kıvırttırıp kız yürün kuttuk. Maaşinizden tam tarıp dikkeriyen. En cemcük tası gülümür deskin, İye ayılgan belakte bittalana ayıldığınan, barcının tutun sürün dolgu tatariyen, duhaların kılın kırmına dağıladığım, en
Жол икки, сор икки, ардыста олоғым үйлерге, олығы тұйғыр, күн солыр етігір, остан күспекке, өйден сүппекке ақтылы, аланағай күнні ағас, тым қатынды күспүтсі тамақты жәнге ұрас, уяғас сүреген, бар жолын өрүтүн, өрөгөн өрө туту, үрдүк таханнарга сирде, уйгулар уруйда, олокко терде. Жадағытты, аспыт кәмдер сағақтарын ария баттан ақтан ұллаққа, аңманнай бағдыраттан қорыққа қолқос әдін арыдың батара сұрыптақ кейренмен, лағыт онын нүргуын іспіктәге көрір жолға тексібіттәқпен. Онна нүргуын оролғыр, нарын намчы, жекте намаған жүйіннәр Ирина Михайловна Максимова, лағыты Дмитрий Федорович Ходулов, Антон Мерчігі Петр Михайлович Решетников оролларын оннауыттыра. Оннуы бидin кәнне, мен артыстары манан өредер иен тұрдым. Арай, маны бәйләқ нүргуыны лағыттың бары еді санабыдым. Бұғытында мәрчөстің бар бұдыттан, оғытық санабар әбітеду, бұғытында соғян-сонян қалдықтақпын. О, жақшыда кейі құдын сүрін тұдар құрдық тыйпалақтық оннауыттарыттан астымын ол түгенім. Неға, бұл артист олығыр үптәдер сұлы бар, олық оқсы бұттыра дейтақпіне сөм үрді дейбін. Сүрәқтен бердім, манея астынабын. Театральной семье Петра Решетникова и Ирины Максимовой выделили комнату в этом маленьком домике во дворе Сахатеатра, около башни Дыгына, бывшего кафедрального собора. 10 февраля 1945 года, за месяц до положенного срока, появилась на свет девочка. Петр Михайлович решил назвать дочку от корня Аизой. Ангелами-хранителями можно назвать этих трех уже ушедших в бессмертие выдающихся деятелей искусства и культуры Якутии. Ксения Посельская, близкая подруга Ирины по первому балетному составу Якутии. Благословляю тебя на великий творческий труд во благо нашей якутской земли. Полина Розинская, выпускница Московской консерватории, главный концертмейстер Якутского музыкально-драматического театра, хора и солистов Якутского радио, основательница фортепианной школы Якутии. Ты будешь прекрасной пианисткой и известным деятелем искусств в Якутии и России. Феврония Баишева, хористка, будущий главный хормейстер республики. Ты будешь воспитывать и создавать таланты, прославляющие нашу Родину. Аиза Решетникова. Здравствуйте, уважаемые гости, зрители, наши друзья. Итак, Аиза Петровна занимает свое прекрасное место за этим столиком. Сегодня необыкновенно интересный вечер, потому что если обычно конференция выходит и ведет программу довольно официально, то сегодня между мной и Аизой Петровной будет очень, надеемся, что довольно-таки интересный диалог. Интересен вот в каком плане. Я человек в музыке, не знающий ни музыку, ни грамоту, ни без музыкального образования, и сидит за мной
человек, гордость Якутии и страны, человек, который, ну, если в кулинарии есть гурман, то в музыке есть Аиза Петровна, у якутов есть Аиза Петровна. Так что давайте, да, назовем наш вечер таким вот предисловием. И сегодня Аиза Петровна, примите, пожалуйста, первый такой дар от всех участников нашего вечера, от всех участников программы, такой замечательный синтезатор. Синтезатор, он необычный, дорожный, я бы сказала, такой карманный, чтобы вы репетировали во время поездок, дома, на работе, в тишине, в любых совершенно погодных и других условиях. И сегодня мы решили вот как поступить интересным образом, чтобы, в общем, ваша история жизни напоминает очень музыку. С ее интересными довольно темами, с ее напором и нежностью, с ее музыкальными вот темами. Так что давайте мы сегодня попробуем с вами вместе переложить жизнь, историю жизни Аизы Петровны на музыкальные ноты и послушаем эту замечательную мелодию. Мелодию жизни Аизы Петровны Решетниковой. Раз, два, три. Итак, ну и первая нота — до. Дороги открылись, да? Вот. Эх, дороги, да? Эх, дороги жизни моей, собрались мы вместе сегодня на юбилей. Действительно, нота до, понятие дом, начало интересной, жизненной, большой, прекрасной, насыщенной истории. И историю, как сказку, мы хотим начать с 3 фей, как и ноту до. Пожалуйста. До, действительно, вот только что показали моих 3 фей. Аксению Васильевну Посильскую, тетю Ксению, которая подарила мне в жизни, вот она была сама ближайшей подругой мамы, тоже первой балерины, и она подарила мне верного друга на всю жизнь, вот свою дочь Наташу Посильскую, которая обоих моих детей выписывала из роддома и купала даже их обязательно в ванне, хотя была младше меня, и вот нас с ней связывала вся жизнь. И вот в новое время, постсоветское, Наташа вообще расцвела и выполнила все свои мечты. Она убедила таки нашего первого президента, нашего Михаила Ефимовича Николаева, в необходимости хореографического училища. Пусть здесь, на вечной мерзлоте, да то они не будут тратить деньги на дорогу и там за учебу, там в начале вот постсоветского времени все это становилось такой проблемой. И вот выросло у нас здание, вот прямо рядом с оперным театром, вот вымечтанное здание хореографического училища, самое главное в нем, вот такие сверхдомашние условия, как нигде в мире. Таких условий ни в одном вузе, нигде этого нет. Даже таких условий, как они имеют у себя в общежитии, эти учащиеся наши будущие звезды, нигде нет такого общежития. И вот и они потом переходят работу сюда, на эту сцену, где танцевала и Наталья Семеновна Посельская. И вот, конечно же, созданный ею коллектив просто настолько подготовлены наши дети. И вот на наше хореографическое училище просто посыпался дождь вот этих серебряных, золотых наград, международных конкурсов. И все они танцуют и запроектированных заранее ей выдающихся авторских последних, и они все танцуют вот в последних авторских редакциях выдающихся, просто гениальных балетов самого Юрия Григоровича. А здесь там Спартак, здесь идет и Лебединое озеро, здесь идет и
Ромео и Джульетта. Это вообще вот наша балетная школа теперь блистает у нас во всем мире. И если мы, вот эти последние версии балетов, они идут не только у нас, точно такие же, и главное, почти и их костюмы, я видела по телевидению, там шла Ромео и Джульетта из Лондона, и те же костюмы, та же постановка, то есть наши солисты именно могут не весь спектакль туда куда-то перевозить, а просто обмен может быть солистами. Японские, лондонские и другие театры могут обмениваться с нашим театром солистами, а уж солисты эти, иностранцы, они оценят наш кардебалет, лучший в мире. И слава разнесется по всему миру. Вот такой расчет был у нашей Наташи. Так, и первая фея была такая, если скажем так, балетная фея, да? Вторая уже музыкальная, Полина Розинская. Полина Розинская, она была учительницей папы. Он в театре студии, их всех обучали общему фортепиано, и он мог каждой песне подобрать аккомпанемент, и с чем удивлял вообще всех тех, у кого дома был инструмент. И вот Полина Константиновна, он просто восторгался ею. Как она занята, она всем нужна. Вот она в театре, Саха-театр же был Саха-театр был музыкально-драматическим, и она репетировала со всеми драмактерами, у которых был колыгас, просто она с ними занималась упорно над партиями первой оперы. Вот над партиями первой оперы у него был «Батуш стремительный» Марка Николаевича Жиркова, еще Витинского не было. Вот. И они должны были вступать, там же оркестр сидит, и они должны были вступать в определенные тональности. И вот она этого добивалась, чтобы они вышли и пели не врозь, а вот именно синхронно в этой тональности. В балете был свой концертмейстер, который наизусть знал все балетные клавиры, Сергей Джанбаладзе. Но вот она еще играла на радио солистами хору. В то время не было магнитофонов, как вы помните, и живьем, прямо в живом эфире, вот диктор объявляет, и тут же звучит музыка. Потрясающе, да? Подождите, еще Да, была я хочу музыка, еще узнать один момент. Да. А правда ли, что благодаря Полине Розинской, смотря, видя ее деятельность музыкальную, ваш папа выбрал вам профессию? Вы знаете, Предопределил. да, он говорил, что почему-то вот не артисткой меня хотел видеть. Видимо, знал, что подводные какие-то камни есть, там увидит тебя режиссер в этом образе, его увидит. А тут ему казалось, что мы такие независимые пианисты. И вот он действительно видел, как она работает еще и в музыкальной школе, которую открыл Марк Николаевич, и работает потом в музыкальном училище. И вот он говорил мне: а если ты будешь пианисткой, как Полина Константиновна, до старости у тебя будет работа. Она всем нужна, и в старости тоже. Почему-то он думал об этом. Продуктивный такой расчет. Совершенно правильный подход мужской к жизни. Но и третий человек, которого вы еще именуете ангелом-хранителем, это Феврония Байша. Практически сестра, можно сказать. Всю жизнь в одном доме, в одном подъезде, в музыкальной сфере, да. И вот Феврония Алексеевна Байшева, тогда она была корейская, потом она стала хормейстером. И вот после вот того, помните, вот сейчас меня сопровождал вот этот пассаж через всю клавиатуру, значит, этот пассаж открывает, вот это место открывает, нет, как место-то, вот этот пассаж открывал финал второго концерта Рахманинова, который включили 24 мая 1972 года в зале Чайковского, концертном зале московском имени Петра Ильича Чайковского, вот первым номером в нашем открытии этого гала-концерта Дней якутского искусства и литературы в Москве, до этого в Башкирии. Вот этот пассаж, вот, как будто вот, вынес меня на сцену. Я очень, конечно, благодарна тому, что так случилось. И Феврония Алексеевна на всех этих днях, начиная с 57-го вечера были якутского искусства и литературы, потом в Башкирии, в Москве 72-й, 82-й,
она была главным хормейстером. И вот, когда мы здесь, на этой сцене, рассказывали в год ее 90-летия, по-моему, как она отбирала, она всю жизнь сама работала с хором в 25 человек, вот не больше, не меньше. Ну, меньше это бывало, когда они заболевали там, и в каждой партии первые сопрано, вторые сопрано, значит, альты, тенора, баритоны и басы. И вот, конечно же, было трудно ей, но они очень хорошо работали и сидят сегодня в зале представители вот хора якутского телевидения и радио. И огромный репертуар. И когда наступали такие вот вечера, то сгоняли в республику, проходило через нашу студию очень много хоров, самодеятельных, может быть, но она всех прослушивала, и они все, каждый в отдельности сдавал ей экзамен, фактически, ту партию, которую он вторым голосом поет, третьим голосом поет, и все они сдавали эти партии. И вот когда вот мы об этом рассказывали, Александр Николаевич Жирков потом встал и в своем слове сказал Февронии Алексеевне: вообще вот вы через такой труд вы создавали имидж нашей республики, у которой хор-то профессиональных всего 25 человек, а вы создавали впечатление самой поющей республики. Вот Феврония Алексеевна, конечно же, большой труженик и мастер. Я работала с ней 20 лет в хоре, вот, а потом, когда хор уже увеличил, ну как сказать, распустили хор, симфонический оркестр, было такое время. И вот, когда, вот, и тогда Феврония Алексеевна работала у нас уже в Музее музыки и фольклора. Теперь она была как экспонат, и вообще большой вклад совершила в развитие нашего музея. И вот мы идем по музыке жизни Алисы Петровны далее, и пророчества Фени сбылись, они притворились в жизни, и маленькая Аиза начинает заниматься музыкой. И сейчас наша следующая нота — это ре. Ребенок за ре. Так, внимание. Так, вот уже река Волга, да? Течет река Лена, течет река Лена, а мне всего сколько сейчас лет будет? 7. 7. А мне всего 7 лет. Вот так вот потрясающе. И тут раскрывается очень интересная история одной семьи, сыгравшей огромную роль в вашей жизни. Сейчас, в 7 лет я пошла, во-первых, в школу, конечно, и меня начали учить музыке. И во всем этом, конечно же, вот в том, что меня начали именно в это время учить музыке, сыграло влияние семьи Федоровых. Папа просто восхищался этой семьей. Георгий Георгиевич был председателем Верховного Совета, но центром этой семьи, душой ее, была Вера Михайловна Слепцова. Казалось бы, фельдшер, но этот фельдшер в туберкулезной больнице, она лечила весь двор. Я помню, как однажды она высосала какую-то трубочку, приспособила, и вот что-то из гортани ребенка, иначе бы он задохнулся просто до приезда там. В то время не было ни телефонов ни у кого. И вот удивительный человек, большой специалист, и вот даже есть песня Кринтяновой, да? Вот, Бентенко. Вот песня Марка Николаевича Жиркова, и там есть одна строчка. А вот. Бестестер Бентенко подсказывает. Вот, да, вот. Берег и... Да, вот Эстер Бентенко. Вот. И вот Вера Михайловна
мы к ним ходили в гости, я причем 2 лет, по-моему, потому что, говорят, легенда такая есть, что вот она так испугалась Деда Мороза, папа был Дедом Морозом, и значит, он снял парик, он снял все, показал, что это я, папа, но все равно мне потом увели, слишком маленькая была. И вот, значит, и очень дружили. Мы жили в одном дворе, уже переехали на Кондрашвили 28, там были, построен был целый городок одноэтажных, так сказали бы, коттеджей, 4-квартирных домов. И вот в нашем доме жили мы, с другой стороны Петровы, правильно. Дальше их соседями были Леонид Попов, там дети рождались у них, Лена-то была уже, а вот дети уже здесь рождались. И здесь напротив нас жила Марфа Васильева, вот замечательная певица, с мужем, фронтовиком Иваном Михайловичем Колодезниковым. И вот их дочь Валентина Ивановна Колодезникова, вот на этой сцене работают сейчас почти вот все лучшие солисты, это ее ученики. Прямо с клеймом ученик Валентины Колодезниковой. Значит, мы говорим же о влиянии этой семьи. Да. И вот Лялю стали учить старшую дочку, Вера Михайловна. У них, конечно, уже было пианино. Это была дворянская семья. Вот со стороны Веры Михайловны был дедушка у нас, все там взрослые смеялись за столом, а он все около детей, и все пытался нам рассказать, вот Михаил Федоров, да, Михаил Федорович, пытался рассказать, как он был в Санкт-Петербурге на праздновании дома Романовых, да, вот как якутская делегация, значит, дворян, вот он пытался нам рассказать, но стоило кому-то поманить нас конфетой или чем-то, мы все убегали от него. Я теперь очень жалею. И вот, что не услышала. Променяли дворянскую историю на сладости. Ну, и вот я ходила к той же ребенка. учительнице. Я стала ходить к той же учительнице, что и Ляля. Вот. Так приобщились Ну, то есть начала системно заниматься. Это литовская спецпереселенка Гутта Моисеевна Тувье. Ну, в 1953 году, конечно, после смерти Сталина они там списываться начали с Литвой, но они переехали почему-то в Нижний Новгород, где вот ее мужу Иосифу Ильичу нашлось рабочее место на заводе, он каким-то инженером был, значит, и они уехали, я к ней приезжала в Гойтей. А что вот можете рассказать про первый музыкальный конкурс? Вот начало было таким, да? Конкурс, Да. я только в первом фактически. Вот они уехали в 1956 году, и я поступила в городскую музыкальную школу. И вот фактически вот за 2,5 года я окончила 6-7 классы. Да, и вот потом случился... Я окончила 7 в школе и 7 в музыкальной школе. И вот 59-й год. И случился, и объявлен был, нет, наверное, все готовились, и наступил вот первый долгожданный, говорят, республиканский фестиваль молодежи и студентов в Якутске. Причем папа был главным режиссером всего этого действа, и мы, школьники, ходили на стадион каждый день, там складывались какие-то буквы, разбегались, снова другое слово там, вот, и... Вот 59-й год, и там был конкурс музыкальный, музыкантов, и вот он прошел, как вы намекаете, и он прошел очень успешно для нас. Там сидел во главе жюри замминистра культуры РСФСР, бывший директор-организатор ЦМШ, вот будущей моей школы при Московской консерватории, и вот это был Михаил Николаевич Анастасьев. И в школе его, оказывается, звали Мих-Ник. Вот помните фильм «Республика Штик», и вот там был директор Вик-Никсор. И вот всех учителей там так звали. И вот он был и директором Большого театра, и вот он выбрал из всех вот там поющих, играющих, выбрал из от педагогического училища выступала Анилина Ильина. И вот, конечно же, он избрал ее, вот первая премия, и она поехала и рекомендовал ее Московское музыкальное училище
при Московской консерватории. Оно располагается по сей день в Межляковском переулке, и поэтому его называют Межляковским училищем. А меня он рекомендовал в 7 класс, я кончила только что 7 классов, и 7, вот. Меня он рекомендовал тоже в 7 класс. Пусть на год ниже, но зато догонишь теоретические предметы. Вот так и случилось. И так вы поступили в ЦЕНШа? Да. Отличная точка отсчета для начала профессиональной творческой музыкальной карьеры. Хорошо. А Ольга Александровна, учительница моя. Да. И вот она была первой учительницей, кстати, Ирины Константиновны Архиповой, гениальной певицы. Вот она, ее в детстве, видимо, учила. Она окончила такой экспериментальный факультет рабочей молодежи, тогда называлась, после революции сразу. И они учились там 3 года вместе с Полиной Константиновной Розинской. И первое, что она меня спросила, из Якутии. И тут же, как там Полечка? Для меня, как Полечка, какая Полечка? И потом я стала передатчиком, таким как это называется? И потом я стала передавать друг другу подарки, письма, и все сама еще рассказывала, что видела. И она, по-видимому, приглашала вас, подростков, слушать музыку, на самом деле, подкармливать. Про это, пожалуйста, интересная очень история. А у нас в ЦМШ тогда мало было приезжих. Тогда не было интерната еще. Но у нее на будущий год уже появился Рустям Губайдуллин из Уфы. Он вообще-то прислал даже поздравления в качестве профессора Уфимской консерватории давно. Значит, он там такой именитый, очень уважаемый профессор. И еще там учился у нас в классе Павилос, Павлик мы его звали, Стравинскас, причем такая фамилия, Стравинскас из Литвы. И она нас часто звала к себе домой слушать музыку. Но на самом деле она, видимо, нас подкармливала. И конечно, слушали музыку. Она вообще после, я книгу-то все-таки готовлю, я напишу о ее методе развития внутреннего слуха. Надо было понять про себя, не трогая инструмент. Что у тебя тут, как ты слышишь эту мелодию, как ты слышишь ее, где потише, где погромче. Когда ты поймешь, как тебе эта мелодия должна казаться, как ты ее чувствуешь, и потом уже быть саморежиссером, чтобы твои руки, пальцы исполнили то, что ты уже услышала. То есть твоя мечта должна стать реальностью тоже. Как и название нашего вечера, кстати, сегодняшнего. Да. Такие замечательные истории. Вы уже ученица, учащаяся ЦМШ, вам всего 14 лет. Мечта папы сбылась, но вы уже на пути к профессиональному становлению музыканта. Москва, 14-летняя Аиза Решетникова. И у нас нота следующая. Ми. Давайте ее дадим услышать. Она уже погасла. Сейчас. Милая, ЦМШ моя, ты стоишь, нет, ты всегда стоишь, как судьба моя. От этих дорогов, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Это знаменитая песня тех времен и вообще атмосфера. Но у каждого, наверное, с этой песней что-то конкретное связанное с жизнью. Этот фильм, оказалось, что мой класс, 8 класс А, 7 класс А, потом 9 класс А, он учился в этом классе до моего приезда. Он играл на виолончели, и в 6 классе, возможно, это конкурсный класс, видимо, он ушел все-таки, не то, что его выгнали,
Вообще в этой школе учились все дети, всей творческой интеллигенции, дети Ростроповича, Шостаковича, сын. И вот, конечно же, Михалковы все учились, там и Андрон учился, он окончил и школу ЦМШ, и консерваторию, он играл второй концерт Рахманинова. Но вот он дошел, вернее, до кино и потянул за собой Никиту. И когда вышел фильм, в классе творилось что-то невероятное. Я с ним за одной партой сидел, а я в другом классе сидела с ним. Значит, я... Находился с ним в одном коридоре. Какой он футболист был, мальчики вспоминали. Саша Басилов, вот будущий профессор Московской консерватории, лауреат Чайковского Андрей, мы его называли почему-то Кешка Корсаков, Рубен Лисицан, они все про футбол там все говорили. А такая у нас была очень бойкая, которая в футбол играла, Люба Калашникова, кудрявая такая. И она сейчас, по-моему, до сих пор работает в оркестре Большого театра. Она вдруг громко-громко всех переорала и сказала: а я его однажды по голове своим портфелем так трахнула, значит, что ему, значит, чуть неплохо не стало. Вот так что я очень хорошо помню эту пору, и это замечательное время конкурсов, мы ходили на конкурсы слушать, вот, были конкурсы Чайковского уже, и вот Шопена, значит, да, когда одно и то же слушаешь, тоже очень интересно, вот, но об этом я расскажу потом. Ну, а следующая нота, наша нота, далась вам особенно сложно, непросто. Вам всего 15 лет, и вы теряете самого близкого, самого родного человека. Да. Фактор жизни, что называется, да, вот этот вот. Ну, действительно, вы почти все сказали уже. Значит, 8 сентября 60-го года, а я ездила на каникулы в Якутск. Папа был после операции на желудок, но он показал мне шов там, да, и все мечтал о том, что он осенью выйдет на работу. И продолжал работать. Свои роли повторял, постоянно там из его комнаты слышны были все эти мальчишеские, всякие другие песенки и все. И он мечтал выйти на работу, но однажды, я помню, пришло письмо. У нас там в почтовом ящике что-то лежит, я посмотрела, вытащила. Папа, тебе письмо. И вот после этого письма он вообще изменился. Оказывается, в театре не только друзья есть, но и недруги. Раньше кого-то он не получал и звания, и все. И вот они написали ему, что тебе делали операцию всего 40 минут, открыли и закрыли фактически. У тебя рак. И вот он лег в больницу скоро, и, видимо, сказал, чтобы никому не говорили, мне не говорили, чтобы мне не говорили. И послал меня, вот Вера Михайловна Слепцова ехала как раз куда-то, значит, в Москву, через Москву, или отдыхать, или на собрание какое-то. В общем, она меня увезла туда, и я еще успела послать ему какие-то фрукты. Ананас там впервые отстояла в очереди, там, значит, и апельсины послала, еще успела получить телеграмму, получил фрукты, очень вкусно. Вот. И вот 8-го под утро мне снится сон. Жуткий, там, рассказать трудно, сложно. Значит, в общем, еще слова были. Папа умер. Вот, видимо, все-таки его душа дошла до меня и сообщила, попрощалась. И меня разбудила, я стонала, говорит, вот моя хозяйка будила долго. Я когда очнулась, это во сне, такой страх. Когда я всегда себя успокаивала, то, что во сне, оно во сне, в жизни этого нет. Пришла в школу, я, как всегда, вставала с радио, гимна, в 6 часов утра садилась, кушала и ехала на автобусе в ЦМШ. И в 7 часов нас пускала тетя Катя, уборщица. И вот у нас были там любимые классы, чтобы посниматься. Вот всегда в поисках класса ходила. На квартире не было инструментов. Чтобы лишний раз прозвучать инструментом. Да. И, значит, 9:30 почему-то меня никто не выгонял.
из этого любимого класса, мы всегда отбирали его друг у друга с Володей Крайневым, этот великий музыкант. Он тоже мальчишкой был, значит, и ему очень нравился этот же инструмент. Кто придет первым, тот и занимает. И обычно до 10 педагоги приходили в 10, а тут 9:30 позвали директору. Ну, я только со каким-то, стесняясь, зашла, и он стоял, Юрий Федорович Уткин, он фронтовик, скрипач, потом был заведующим культуры ЦК партии, значит, и он вдруг сказал мне: ну ты, наверное, Аиза, знаешь, чем болел твой папа? И вот тут у меня рухнуло все под ногами, я поняла все. И, конечно же, заплакала, он меня гладил по голове и все говорил: вот ты кончишь школу, ты хорошо учишься, все тебя хвалят, ты вернешься на родину специалистом хорошим. Потом позвонили из поспредства нашего Якутского, повезли меня туда, долго обсуждали. В то время самолет летал с 8 посадками. Тут Кирин, Тахтамык, да в каком из этих аэропортов я надолго там все это задержусь, это не все было неизвестно, решили, что не надо посылать. Зато потом прислали ко мне отдыхать, что называется, от всего мою старшую сестру Валерию Петровну Решетникову, это дочка от первого брака, но ее воспитала прямо моя мама только, вот, и она только ее называла мамой. И вот она приехала потом, в общем, долго отсыпалась, ходили с ней по городу, и вот такое было, вот. И, конечно, я выполнила все заветы отца. Но я счастлива, что у нас хотя бы год был переписки. И вот он писал такие серьезные письма мне. Я тоже научилась, так сказать. Он веди дневник, чтобы было что рассказывать чтобы было что рассказывать. И я переписывалась еще после смерти его. Его заменил, поддержал меня в этот момент его друг большой, Соболев Аллах. И вот он мне, девочки 8 класса, писал, что вот жизнь продолжается, вот я такого-то возраст называл свой, я влюблен, как мальчик, я влюблен, фамилию не называл, ясно, что Надежду Семеновну Шепелеву, вот эту длинноволосую красавицу. Аиза Петровна, а вот вы, к сожалению, не успели, не смогли приехать на прощание в последний путь. Но вы говорите, что как уходит из жизни родной человек, я знаю по фильму, где сыграл ваш папа. Да, если можно, на каждом фильме «Следы на снегу», на каждом фильме просмотре, сколько раз я смотрела, 10-20 раз, я каждый раз плакала, когда умирал старик Богодыров в этом фильме. Дайте, пожалуйста, нам картинку. А у нас, Аиза Петровна, продолжается мелодия вашей жизни. Мы идем далее. И следующая нота у нас очень интересная. Соль. Что и какие картинки, какие впечатления, эмоции дает вам эта нота? Давайте послушаем. Конечно, соль по-итальянски соль. О, соль,
заходишь на горизонт. Скоро белые ночи и белые ночи скоро начнутся, ведя нас всех к эстеху. Вот такой вот почти белый стих, но интересная песня в исполнении Исы Петровны. Ну и вот вы, выпускницы легендарного вуза, возвращаетесь в родную Якутию. Как сложились первые ваши годы в вашей профессии, в музыкальной стезе, сразу после окончания вуза, пожалуйста? В 1971 году я приехала, и меня взяли... Нет. И вот тогда действительно была проблема для играющих пианистов. Ставок не было. Вот были 2 ставки в оперном театре, их занимали Марк Слепцов, Мария Григорьева. В балете, как всегда, был Джан Баладзе, который знал все балетные клавиры наизусть. И что делать? И на телевидении, якутское телевидение, оно уже было организовано совсем недавно, в 1963 году, и директором-организатором его был Феодосий Семенович Донской. И вот он уломал Москву, убедил Москву в том, что он будет показывать на этом экране? Одни говорящие головы? Нет, у нас нет филармонии, мы должны иметь свой отдельный симфонический оркестр, у нас есть специалисты, вот Галина Михайловна Кривошапка, хор, у нас хормейстер, обе окончили Московскую консерваторию, солисты должны быть. И дали ему эти ставки. И вот они решили следующее. У Галины Михайловны была передача, вы помните, наверное, «Музыкальная культура якутского народа». Потом из этих передач появилась такая довольно-таки объемистая книга о наших якутских композиторах. У Февронии Алексеевны Баришевой был свой цикл на телевидении «Секрет 5 линеек» на якутском языке о классической музыке. И вот Полина Константиновна решила, что она будет, так сказать, нет, она просто решила встать и уступить мне свое место концертмейстера, хора и солистов якутского радио. Сама пошла в училище работать, там были у нее все равно ученики, и она ушла туда. И вот я думаю, что вот развитие музыки, союза композиторов, вот мы исполняли в хоре и все кантаты, оратории, значит, якутских композиторов помимо классики, симфонии в оркестре. И вот, конечно же, прямо мокрые от чернил даже бывали. Вот только что им высказали замечание, они тушью все это исправили, и буквально вот так мокрыми от чернил несли на пульты оркестровые, на пульты хоровые, и прямо исполняли их музыку тут же. Вот чего сейчас, конечно, пока нет такой связи с оркестром симфоническим филармонии, но уже он есть, этот оркестр, и уже наши композиторы имеют возможность слушать, что они написали, понимаете, вживую. И вот это, значит, достижение, конечно же, было Феодосия Семеновича, потому что оркестр и хор был положен только телевидению союзных республик, а мы автономные были. И вот он добился этого, как после он добился. И, значит, очень так. Во-первых, надо вспомнить себе. В год Победы необходимо вспомнить о том, что этот человек начинал с 22 июня, у него началось прямо вот на границе, 22 июня у него началось на границе вот западной, самой западной границы. И проснулся он от того, что он так собирался домой поехать на каникулы, а увидел разбомбленный этот аэропорт и понял, что потом он окончил, оказывается, это училище, где обучают связистов. И вот с этой катушкой тяжеленной он потом отступал пол России. Потом пол России он шел с боями, значит, границы. Потом он пол Европы прошагал с этой катушкой.
и расписался на Рейхстаге единственный якут. И я прошу вас встать и, знаете, в память о нем, не минуты молчания, но все-таки эти три женщины, которые работали на радио и телевидении, они тоже были в это время на фронте, так сказать, в тылу. Они каждую неделю по несколько раз показывали оперу «Нюрнбергер». Они каждый их зритель, он побеждал врага с ними вместе. А Феодосий Семенович, вот там, в будущем он сделает не только, в будущем он организует не только вот телевидение якутское, но и институт проблем малочисленных народов Севера и будет помогать усовершенствованию законодательства по народам Севера. Давайте похлопаем ему и кричим «Браво!». Полине Константиновне, которая уступила мне свое рабочее место, я на 90 лет ее пела песню. Вот сейчас я ее повторю для вас. Вернее, спою ей в год 75-летия. Полюшка Поля к нам приехала на север после консерватории в Москве. Эх, красавица ты наша Поля, с Марком Жирковым у истоков ты стояла, оперного искусства и балета всех учила в театре студии. Первую оперу и балет «Полевой цветок», где танцевала Ксения Посельская. Ты проходила, все репетиции играла и учила партии со всеми. Партии — это оперные. В радиофонде сохранились голоса тех, с кем ты работала когда-то и играла так прекрасно ты. Вот все вы помните, что на радио у нас песни исполнялись не с аккомпанементом гармошки или баяна, а именно в ее прекрасном обрамлении благородного звучания рояля. Все пианисты, все ученики твои, мы всю жизнь была ты нам примером бескорыстного служения людям, музе, бескорыстного служения музе. Майя Ивановна, Марик Муза и Аиза, мы все целуем твои пальцы с восхищением и благоговением. И снова, видимо, нужно кричать «Браво!» и аплодировать интереснейшее музыкальное произведение. Ну а сейчас, Раиса Петровна, уважаемые наши гости вечера, мы предлагаем поставить на паузу нашу мелодию жизни, мы обязательно к ней вернемся, и наступает не менее волнительная, приятная часть. Вас сегодня поздравляют коллеги из сферы культуры и искусства Республики Саха-Якутия, и сегодня они во главе с министром Юрием Степановичем Куприяновым. Мы их приветствуем на этой замечательной, юбилейной, праздничной, высокой сцене. Всегда приятно быть в таком, наверное, мероприятии, и всегда приятно как-то комментировать. Ну, во всяком случае, мне самому нравится. Согласны вы, как будто мы вот сейчас как раз просмотрели или сидим на просмотре живого документального фильма? Согласны? Я там помню годы, когда я еще не родился из Петрона, да, до 60-х годов меня еще не было на свете, но тем не менее. Многих, наверное, не было в зале сидящих. Но вот мы движемся, если так вспомнить, к столетию образования якутской АСН, то из Петрона вы, однако, живая история развития музыкального искусства нашей республики, зарождение ее основ, и то, что вы сейчас рассказываете, на самом деле, мы уже как бы сохраняем как пока живую легенду. Ну, надо уже писать, наверное, документальное кино, чтобы оно было для будущих поколений. Каждое поколение мы живем для тех ребят, которые придут после нас в этот большой удивительный мир Аизы Петровны, который она сегодня рассказывает, как человек удивительный, очень богатый на общение. С Аизой Петровной всегда общаться невозможно остановиться, да? Вот. Не, серьезно, это смех смехом, но это
Найти надо еще человека, который может тебе, не уставая, рассказывать о ее работе, о достижениях, о смысле этой ноты, о смысле того изучения этой страницы. Говорила Колеса, помните, мне рассказывали, да? Ну вот, во всяком случае, действительно, Раиса Петровна любимый человек нашей республики. О вас всегда говорят только добрые. Все говорят, что вы действительно такой человек, которого, ну, наверное, нет рядом у нас. Вы действительно уникальный, удивительный, богатый, но очень приятная женщина, которая всегда вообще не доставляет удовольствия каждому. Но мы решили в этом году и Министерство культуры, и родной музей, которым основателем является Раиса Петровна, праздновать ваш юбилей в течение всего года. Не возражаете, да? Нет, когда я говорю, Раиса Петровна, день рождения сегодня, вчера, позавчера или когда было, у нас же несколько дат, да, у нас 10 февраля где-то отмечали. Я сегодня кого-то тогда предлагал, давай мы вместе выступим. Он говорит, да нет, я Раису Петровну уже поздравлял 10 февраля, кто-то 24, кто-то другой. А директор говорит, будем поздравлять весь год. Так что, Раиса Петровна, не уставая, будем поздравлять весь год. И учитывая то, что вообще никто не против этого, вы будете украшением нашего года. Хорошо. Пожелать всего самого хорошего, впереди достижений, будущих наград, не говоря о том, что сегодня вот этот день, может быть, мы не решим всю полезность или всю ценность сегодняшнего вашего юбилейного года, оно, наверное, будет впереди. Мы работаем над тем, чтобы ваше имя звучало каждый день. Мы работаем над тем, чтобы оно действительно было приятным, полезным. И главное, я знаю, много раз, когда людей представляют награды, награждают или там поощряют евреев, это у нас отзывается население нашей. И все, кто живет в Якутии, сегодня здесь собрался, наверное, музыкальный мир, все будут искренне рады, что это достойный человек, и достойная награда, и достойное признание ее заслуг перед жителями и перед республикой Саха-Якутия. С юбилеем! От имени Министерства республики вручить приветственные адреса и небольшие сувениры. Так, уважаемые гости, давайте аплодисментами теплыми праздничными присоединимся к этим замечательно сказанным словам. Ну и также свои замечательные букеты к юбилею вручают все руководители, которые сегодня присутствуют на сцене. Пожалуйста. Ну а мы с радостью с вами аккомпанируем аплодисментами. Мы видим цветов моря, океан. Сегодня будет Раиса Петровна Талунц в замечательных цветах. Уважаемых наших помощников мы тоже пригласим сюда на сцену, чтобы немного облегчить участь королевы сегодняшнего вечера. Дорогая Раиса Петровна, мы поздравляем с юбилеем. Будьте Хлопаем, друзья, хлопаем. всегда красивой, молодой, и вы всегда приятными. Ура! Ура, коллегам Раисы Петровны! Спасибо, что сегодня вы вместе с ней. Ну и вручаю цветы. Ирина Михайловна. Ой! Раиса Петровна, киһääңе дорога. Ирина Михайловна, беги. Бар соғылу артистка вот Раиса Петровна етер. Асыр дегенлерinde oğlar sasır tam doroga geçti. Külüs tağda oğlar külüskü doroga geçti. Kiye ispektakl bu degenlerinde oğlar kiye doroga geçti. Bu kadar daha is onda onun daha elekkey onun kiyega kimiyega var kiyega ve miyega eder döndürge daha müşbih barlık daha kereşen kiyede bilgili yebe kurtuklar bilgili mekan ondan Raisa Petrovna kiyege doroga bilgili. Ondan bu bir müziği buduttan kelet buduttan Олуттан таламмы, специально хатыском. Спасибо большое. Друзья, ну мы видим поздравляющих, жаждущих сказать слова поздравления сегодня очень много. Мы, к сожалению или к счастью, не можем каждому предоставлять. Да?
Приглашаем заместителя председателя Государственного собрания Илтумэн Республики Саха-Якутия Виктор Николаевич Губарев сегодня в зале. И невероятно тоже рад сегодняшнему событию. Он поднимается к нам. Давайте его поприветствуем. Вообще, вот первый раз он меня попросил вот мою идею о создании театра КМНС, он прямо попросил сделать для того, чтобы через свою коммунистическую фракцию вот это воплотить. Но вскоре это получилось, да? Это потому что вы заказали, я выполнила, а потом уже... Не удержусь, чтобы высказать свои слова огромного почтения, уважения к таланту, гражданской позиции, замечательному человеку, которому мы сегодня имеем удовольствие присутствовать и разделить ее радость юбилей родных и близких. Мы понимаем прекрасно, что юбилей и торжество сегодняшнее, оно выходит за рамки обычного такого праздника семейного. Конечно, прежде всего, близкие друзья поздравляют, родные. Но это выходит за праздники, потому что Раиса Петровна человек, не просто огромного масштаба, это человек нашей республики, гражданин, который прославлял и прославит еще дальше нашу республику, нашу страну. Вот когда с ней общаешься, и я очень тронут, что Раиса Петровна нашла несколько слов сказать то, что мы с ней общаемся и воплощаем в жизнь. Вот когда общаешься, понимаешь, что жизнь не состоит из суеты, не состоит из личных проблем, из повседневных забот, а каждому предназначено что-то большое сделать. Каждый обладает с рождения своим талантом, своими способностями. И вот Раиса Петровна — это ярчайший пример, когда она своей жизнью доказывает мне и Петр Васильевич Гоголев, Александр Николаевич Жирков, многие депутаты, которые сегодня не могут присутствовать здесь, просили передать огромный вам привет, огромную любовь и уважение к вам, потому что депутаты это, решают самые злободневные вопросы, которые своим искусством, своей позицией, своим примером вы реализуете вместе с нами. И мне еще раз несколько слов хотелось бы добавить, что то, что у нас растет самосознание, то, что в 90-е годы мы не заставили себя, не то, что заставили, мы себя не пошли по пути какого-то хаоса, не забывать свою историю, забывать свои традиции. И это очень большая характеристика, которая присуща нашей республике, многонациональному народу. И в этом одно из первых значений я хочу поблагодарить Раису Петровну сегодня, да и всегда я это подчеркиваю. Любое с ней общение – это гражданский экзамен, который каждый из нас держит, каждый из нас понимает. Впереди очень много задач. Будущее республики, нашей страны зависит от активной нашей позиции. Раиса Петровна, спасибо, что вы сегодня даете нам моральные и физические силы этому следовать. С юбилеем вас. Я вручаю вам наш приветственный адрес, любви и уважения, и желаю вам доброго здоровья. И мы вас любим и всегда будем вместе с вами. Спасибо большое. И сегодня к словам приветствия, поздравления присоединяется глава городского округа города Якутск Сардана Владимировна Авксентьева. Я сегодня буквально с самолета, но никак не могла пропустить такое событие. Огромное спасибо за приглашение.
И я посчитала, что я обязательно здесь должна быть, чтобы лично сказать вам, насколько я вас уважаю, насколько вы ценны для нашего города. И слова самой искренней признательности за то, что вы у нас есть такая. Вы, пожалуйста, садитесь, я не удобно. Я шучу, конечно, постараюсь быть краткой, но уложить все эмоции. Вот, слушая вас, я в очередной раз погрузилась в абсолютно особенный мир. В абсолютно особенный мир, я думаю, эти чувства испытал каждый. Потому что в суете повседневности, вы знаете, вся в уборке снега, в мусоре, в собаках, да? Очутиться в столь прекрасном обществе, слушать ваш совершенно такой голос, который уводит куда-то и рассказывает потрясающие истории из вашей жизни, которые на самом деле являются историей нашей культуры, становлением нашей культуры. Это просто, на самом деле, такой подарок, за что вам огромное спасибо. В республике объявлен год патриотизма, в городе Якутске объявлен год поколений, и вы живое воплощение вот всего того, что мы вкладываем в смысл этого года. Вы хранительница истории. Вы из того поколения людей, которые сделали наш город Якутск тем, какой он есть сегодня, культурной столицей республики, культурной столицей Дальнего Востока. Это и ваш вклад. И удивительная история вашей семьи, ваших замечательных, талантливых, известнейших, знаменитых родителей, которые уже при жизни, вот при вашем рождении вложили в вас такую искру, вложили в вас такую энергетику, которой вы делитесь со всеми нами и дарите нам вот это ощущение прекрасного, чувство прекрасного и приобщение. Я всегда, когда у меня была возможность раньше, я сейчас почти не смотрю телевизор, но когда были ваши передачи, радиопередачи, телевизионные передачи, я всегда думала, как можно так увлекательно, красиво и одновременно просто рассказывать о классической музыке. Это, просто, я согласна с ведущей, я тоже человек от музыки и культуры довольно далекий, просто душа, видимо, как-то эта несозревшая, она тянется к прекрасному. И поэтому ваши, конечно, поэтому я и в прошлый раз говорила, и сейчас при всех хотела бы повторить, что вы великий просветитель и великий подвижник. Большое вам спасибо, потому что то, что вы делаете, и удивительно эта ваша креативность, ваша современность. Я когда была у вас в музее, который больше уже 30 лет вы возглавляете, мы теперь узнали, кто заказчик этого музея, но возглавляете этот музей. Я когда ехала к вам первый раз, я думала, как так? Это же устное нематериальное творчество. Да? Как его можно экспонировать? Да? И как вы это воплотили, эту идею, как это красиво все, как это интересно, это ведь тоже надо уметь, потому что устное нематериальное творчество — это то, что каждый из нас вроде как носит в себе, с молоком матери, с кровью предков, да, но чтобы можно было его продемонстрировать и показать всем остальным, это ваше несомненное достижение, и еще то, что, будучи высокопрофессиональным музыкантом с прекрасным образованием, Московская консерватория, у нас таких, знаете, раз-два в те времена и вообще и будучи профессиональным музыкантом, то, что вы обратили внимание на фольклор, то, что вы обратили внимание на творчество народов Севера, то, что вы его популяризируете, более того, вы же еще, будучи историком музыки, вы его раскладываете интонационно, по видам и так далее. Я когда летела в самолете, читала биографию Кулаковского. К сожалению, не было до сего времени возможности книги в 2011 году, вроде как недавно, но время бежит, читала. И невольно, сейчас, когда вас сидела, слушала, я подумала о том, что вы продолжаете это дело, потому что он записал, а вы его несете дальше, вы его раскладываете, вы его изучаете, вы все эти вещи какие-то находите, хотя, казалось бы, считается это таким довольно простым жанром изначально, но видите как, вы его несете, обогащаете свой народ. Я еще очень, находите новые какие-то нюансы, новые краски, заставляете эти шедевры, мировые шедевры, играть новыми красками, быть современными. И я думаю, что созданный в городе Якутский театр «Аламхо» это тоже в том числе и благодаря тому, что в свое время начали вы. Поэтому огромнейшее вам спасибо. Я бы хотела немножко, может быть, поделиться личным. Мне очень нравится ваш оптимизм.
Может быть, потому что вы дитя Победы. Да? Это год такой особенный для страны, и особенный и для вашей семьи, и для всего культурного. 75 лет, ровесница Победы. Да? И поэтому все лучшие чаяния победителей, все лучшие надежды о мире, о прекрасной жизни, они в вас воплотились. Вы удивительно всегда, когда бы я вас не встретила, в хорошем расположении. Мне очень расположение духа. Хотя, конечно, как у любого человека есть всегда проблемы. Потрясающее чувство юмора. Я его оценила, но раскрою маленький секрет. Я однокурсница дочери Аизы Петровны, Алины. Мы одногруппницы с Алиной. Алина в зале, наверное, да? Не вижу. Вот скрывала, что вы однокурсницы. Ну а что скрывать? Город Якутск, мы тут все друг друга знаем. Тут у нас в городе ничего не скроешь. И вот мы, значит, будучи... Студенты же всегда голодные. И у нас какая-то там выдалась пауза. Мы решили поесть, выбирали, у кого поесть сегодня. Пал выбор на Алину. Алина, ты нас будешь кормить. И всей группой мы идем... это же мы такие советские студенты. Идем кушать к Алине. Никто не ожидал, что Аиза Петровна дома. И когда мы этой бандой пришли, значит, съесть ее запасы, она нам открывает дверь. Но мы же уже знаем, кто такая Аиза Петровна. Мы же все-таки историки, мы не так, И мы все замерли. И, в общем, наш мародерский этот план, он как-то сразу рухнул. И абсолютно приветливая Аиза Петровна, как будто она 100 лет ждала, как будто мы самые долгожданные ее гости, заводит к себе в квартиру, показывает свой музыкальный инструмент, роскошнейший. В доме довольно скромная обстановка, но инструмент был роскошный. Да? И мы все, значит, охали-ахали, любовались инструментом. Потом она сделала небольшую нам экскурсию и так же красиво рассказывала. Я к чему это все говорю? И подвела нас в комнате с закрытой дверью. И говорит, а сейчас, дети, я вам покажу самую красивую комнату в этом доме. Мы все присели в Решетниковой, в доме, самая красивая комната. Мы сейчас на пороге чего-то совершенно чудесного. Она открывает дверь, включает свет и говорит, смотрите, смотрите, как она изумительно переливается и блестит. Видели ли вы что-нибудь в жизни красивее? Что она нам показала? Изморозь на всю эту внешнюю стену. И мы стоим, да. Стоим, и она свет включает, и говорит, посмотрите, как это переливается. Посмотрите, эти кристаллы создала природа. И сама смеется стоит, глаза смеются, сама смеется. И мы уже поняли, что она над нами шутит, и, конечно, все расхохотались. И замечательнейшим образом, конечно, нас покормила, как любая мама, как любая хозяйка. Поэтому это отношение к жизни. Заиндевелая стена — это не проблема, и это не средство для печали. Это для юмора, для того, чтобы как к этому отнестись. И такое отношение к жизни, и такое отношение ко всему, да, и самое главное, конечно, я бы хотела закончить на серьезной ноте, да, совершенно потрясающе. Те фамилии, которые вы перечисляете, называя их тетями, дядями, какими-то уменьшительно-ласкательными, это история нашего города, это история нашей республики, это история культуры нашего народа. И то, что вы хранительница, и то, что вы нам это все рассказываете, очеловечиваете эти имена, которые золотыми буквами вписаны в историю республики, для нас они сегодня люди-легенды. Многие из нас их не видели. Да? И то, что вы вкладываете в них такое человеческое, они оживают в ваших рассказах. За это вам огромное спасибо. С юбилеем вас, всего самого доброго, всего самого лучшего и новых творческих успехов. И разрешите от имени окружной администрации с уважением от всех горожан города Якутска, от всех жителей города Якутска вручить вам почетную грамоту и серебряный знак города Якутска. Столь прекрасный экскурс, интересный момент мы сегодня узнали. Но таких историй сегодня будет еще много. Покажите нам, да, аплодисменты. Так выглядит знак достойных людей своего времени.
Ну и мы не можем сегодня не говорить о родине, ведь это начало, это становление человека играет, если не главную, то одну из важнейших ролей. И сегодня на сцене вас будут поздравлять, Аиза Петровна, от имени администрации Чурапчинского УСа Дмитрий Дмитриевич Попов, начальник управления культуры, и здесь присутствует глава Бахсынского наследия, родной земли Петра Михайловича Решетникова, и Никита Федорович Барашков, глава Бахсынского наследия, сегодня тоже присутствует в зале. Вам, уважаемые наши гости, дорогие земляки, слово. 그래 저는 딱 그렇게 하는 게 그래 그렇게 기대하기도 있고 그런 искусствеге деген оттан дәр бөтен гейдилер белән тәйбәт булар. Бигара окуду тарас палас бесигаптан хагалан, байны турулар аттан, бетен хагал бесигаптан хагалан, орденнар артист биттер дени мода. Битте сабтан хагалан, биттер аксине посельская культура. Или тегәр гаран астын рухат, антас илдә күнмен банда бигидулар бу агрегана дигидулар бу Макарова атын ингери бу культура ona искусство коллер бу тә некеләр бардым. Этегә чулапчы криттен түрәтәр искусство культура диетеләр натыр хүгәр үз образованиене тәйтә бар, антас бу хәйер. Иди каллиграфия мөмкин школада Аксине посельская люгер, он тут ойгу дюйны искусства осколата, не и виду запад бастакулахан художник Петр Петрович Романов атышер. Он эти зрякин Макарова говорит имчина атыме. Чөлөтөтөн түрүттөр кайга берилибите. Не видео меген dokutан. Бүгүн беготтан же чөлөтөтөн Юлиан Турамот Аиза Петровна де. Ичиндеги синдеги арделими Аиза Петровна баасырды келе. Оларға ебет, істемден қазір кейбет, ағасы бәйбет, бейеға күлтілер кетігер, білегі жарматтың баған бәйбет келіп олар. Ол енді бүгін әйеға тұрғырчу мұн жона әрекеті үлді ағылғаны мақтаналар. Бүгін ұттан Андрей Демескеге кәлбәті оғынамар наға оған нағарады ұтта. Оларға әйеға бұл түрәуі тұлғын еңгер келдерсір сүйді қалақымыз ұттан тұрын өз істемендер бәлем бәлері тұттардың атын Lekin bo'lsa qilib berib, yana meni berib o'tib, 3 istebenler. Olunca 3 istebenler butun, endi 2 isteben tarafı. Oldu kavalir. Наше браво и аплодисменты в этот момент. Присоединяемся к словам поздравления. Umut jahatlardan önemliyen Allah kurtarar diye Allah bilgin anaminen tuttular bugün bu eğerde okudun bu onunla kafalar varsa ama görünce iki duyunca Allah görüyor de betteğe çorapçı vardın de ayaka bunun hepsi rahmetten bir yaptı anlamına bu dünya türemeye be bundan bir eğerde okudun çok mahal. Burada bilgi çocuklara burada yardım bu. Benim kadar seni yardım bir onsuz sügen geldi. Acaba kan dertte geldi hayatlar Önce gündü mani gibi bütün Respublika, bütün kent, bütün Rusya partilerinde Aizа Петровна еген bu hetton 5 saskın dolar yürüler gününden РСФСР он сахасыр народная артия Петр Михайлович Решетников атынан Чурапчыдағы народный театр аяр коллективін атыттан идейдік істемек ағардалибеден. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо. Я очень благодарна чурапчинцам, что они сразу дали вот это звание, вернее, сразу дали имя отца. И вот какой-то есть элемент бессмертия в том, что каждый день его имя упоминается в газетах,
на радио, бүгін Петр Михайлович Решетников Чурапчатағы театрға тоғыр болыр еген. Билеринер еген, вот все. Спасибо. Каждый день вспоминается его имя. Спасибо вам. Спасибо, дорогим землякам. Иннокентий Федорович, далее, пожалуйста. Биги болланнан Петр Михайлович Решетников атын бу театр генериге Кандинский Иван Ивановичтен культура делни бесейдат бит. Ол дет рулахан турорсан сеттонсылаха бу аты уббыппыт. Ол кенниттен хаюе быйыл бейхен сылбытын белейдат бит. Онна бейхен сылбытыгар. Кені атын үрдіктік тұтан келбіппіден бүгін хаянда изіп тұромнай текпіден нада отчет күрдік. Ол күрдік бұл республикаға театрда тірілептері бейін сыллах юбилейгер бейгі Чурапчы народный театры республикаға бастың народный театр адыл бұппыд. Оттан бұйыл театр бейін сыл, бейбіт театр бұд бейін сылығыр әме республикаға бастың народный театр адын ұлдығы. Спасибо большое. Оттан Петр Михайлович атын бейгі Дальний Востокка, Сочига, Всероссийскайга, онна Байкалга, международный конкурстарға гран-при атын, үддіктік тұтамыттен атын, аттаттывыт демек, отчетты бұд, бұйыл бұ Владивосток қораккаме бейгі театр бұд. Бұл республика аттан барары білемнені сіздебіт. Спасибо большое, мы вас поздравляем. Благодарим. Иннокентий Федорович, вас к микрофону просим. Өтемен Аиза Петровна, онтан міне қардым. Аиза Петровна күн күбей иеті Ирина Михайловна Максимова дойды тұттан. Тааттан народный театрын үліхеттерін, бара культуратын үліхеттерін аттан бүгін маны күнінен әғардыбін тердебін. Ирина Михайловна Максимова 1959 сыллаққа беги Булатын ойынускай адынан народный театры бұтын төріттеспіте бастақы режиссері болар. Бүгін әғардаға кіттіған тұрамын мен Аиза Петровна мақталар етілдарын едебін. Беги 2019 сыллаққа Ирина Михайловна 100 сылын белеті өппіт. Оны хүрде қалбе құлаға Аиза Петровна көметі соқ бол батаға. Оны бири тағалан тепінады. Беги ұлыспыт кейнегер бір самый крахывай кварталыгар. Микрорайон өскәті саңа бір ұлыса Ирина Михайловна Максимова атын сөкіде. Спасибо большое. Спасибо, что вы с нами. Аиза Петровна, онна, конечно, мечты в реальность. Артыстырбет дойдуттан, ытық бақсы хереттен әйеқа, оны Аиза Петровнаға ұры яқал нөлендіргі үте кенені. Оны түнді көкістігіден тұран бұл Аиза Петровна үләлі қамсыз екен манна бей бақсын хелегі бұл 2000 жылларға атағар тұрутуғар социальный кемеске сайдыдығар бүдде албақ көмінің орбы кейбен, оны күрутын бақсыға бейгенігді сейхебәйін тұтар. Бұл кені тұғынан кейхел бәғі әтен сөп, онан бұл бүгін әденлі біттіларға бейге бақсылар бары хөбілі бүгін кеніне бақсы жана бары хүддәғын әғандеріндер. Бұл вечереттен әбе білдері олар оғыт, манды болды демін, онан бейге кенеға бүгін юбилейінен әғадылан тұрамыд, Хебекки жербетін тұттыравыд, онына хүдді жөй подарочный сертификат тұттыравыд. Маны қайда толыр оғы. Подарочный сертификат вручается Решетниковой Аизе Петровне. Земля таинственной энергии, где рождаются таланты. Дачный участок, местность Топтар. От имени администрации муниципального образования Мастерского. Биги музыка бақсылыме бар мұғымбарова. Они мечтаны реализуйтар Аиза Петровна. Спасибо большое. Давайте аплодисментами присоединимся к этим замечательным словам поздравления. Пожалуйста, пару слов. Аиза Петровна, гидойдлафтырын барколары, гидойдлафтырын автырыттан выявлегіне жетестіне аделімет. Оны бұл аған олағын ұлайдақ бұппыт. Оны қасылдағытай аған Петр Михайлович Үйсағын тұлырға манас толба тұру бұппыт. Онты бұта бұта ғойып бұтымдан мен келдер бұта. Солды болмыз. Все еще бұл ағын тұғы бар, бұл аған ойнылақты өйдерін ұйдадан бейдақ демет. Онды дөң кітті сіләскен бұспақтын, бесі маңа жана көдет ектін нада бастықы Бұлыппыт маян қалбы деңгенне чырып дуаққа
бақсыға клуб туттарытер манна боракка клубуска кидигер. Айза Петровна лоған концерттериен онта килбитеп ол клуб тутту баран ол клуб күн бүгүнгөрдө ирмонармыда ирмонаран үлели турар 30 жыл болду. 30 жыл аапсы. То кибала. Сюда киден жала клуб туттагилер бит, уже кибала аапсы. Спасибо большое. Айза Петровна, эсеблин хак клуб туттары бу бейин Илегенти Федорович Петров. Спасибо большое землякам Айзе Петровне, землякам Петра Михайловича. Ну, а после поздравлений земляков мы сегодня слышим замечательную песню «Кигеха теребит сирен дольдыда». Стихи Семена Данилова, мелодия Валерия Ноева. Для вас поет народный артист Республики Саха-Якутия Григорий Петров. Аккомпанирует сегодня отличник культуры Республики Саха-Якутия, лауреат международных конкурсов Наталья Шадрина.
приветствий в адрес Аизы Петровны завершает начальник управления проректора по международному сотрудничеству Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мосова Владлен Васильевич Кугунуров. Пожалуйста, встречаем, приветствуем. Ну, наверное, мои коллеги тоже присоединятся, коллеги Северо-Восточного федерального университета, вот Ольга Алексеевна, Наталья Николаевна, Витал Игоревич. Конечно, Евгения Исаевна и Анатолий Николаевич, которые в связи с командировками не смогли сегодня участвовать в этом торжестве, просили передать свои искренние поздравления, мы их зафиксировали в приветственном адресе. Ну и Евгения Исаевна успела даже сообщение отправить, я буквально цитирую. «Люблю Аизу Петровну, горжусь блистательным талантом, оригинальным умом и харизматичным обаянием. Понимаем, целую». Спасибо большое. Уважаемые коллеги, да, присоединяйтесь, пожалуйста. Ну, а я, когда получил персональное приглашение, конечно, тоже очень обрадовался и подумал, как же мне повезло, что я имел честь общаться с Аизой Петровной, общаюсь уже около 15 лет. Она всех нас сама нашла в свое время, благодаря своей вот просветительской и подвижнической деятельности. Я участвовал в проекте по переводу монографии Уллы Йоханссон, ее некоторых статей к монографии. Ну и с тех пор, вот благодаря дружбе Аизы Петровны с великим ученым Уллой Йоханссон была создана по линии Германской службы академических обменов стипендиальная программа, благодаря которой ежегодно у нас молодые ученые из Якутии, из нашего университета, имеют возможность проходить научные стажировки в Германии. Спасибо еще раз Аизе Петровне и Йоханссон. 9000 евро ежегодно. Да. И наш очень скромный, но красивый подарок. Спасибо большое. Благодарим коллектив Северо-Восточного федерального университета. Да, поздравления вы можете уже в неформальной части нашего вечера обязательно лично передать ей, обнять ее, поздравить. Потому что наша музыкальная история нас еще ждет. Пауза наша немного затянулась, но этого мы и ожидали. Все хотят поздравить, все хотят высказать. Ну что ж, Аиза Петровна, отключаем паузу в нашей музыкальной истории и двигаемся дальше. Кто же мне напомнить, какая нота у нас? Да, абсолютно верно, какие вы внимательные. И вот это вот хорошее настроение, вы не зря это отметили, наступает вот эпоха суверенитета. Действительно, подъем для всех якутян, я бы сказала, подъем жизни во всех сферах. Пожалуйста, про это несколько слов. О, наступает. Так. Конечно же, так. Это нельзя ходить, да, с этим? Можно, да? И Михаил Ефимович Николаев стал нашим президентом. И он вот во время одного своего большого приема понял вообще значение классической музыки в имидже республики. К нам приехали австрийцы. Все вы, конечно, может быть, помните. Нет, все вы, конечно, помнить должны. Вот когда строился медцентр, к нам вдруг нагрянул целый там полсамолета духовой оркестр любительский из Австрии. Они привезли, чтобы нас поразить вот своей культурой, вот, да, и они прошли в форме от своей гостиницы через по проспекту Ленина шли и до медцентра дошли, там поиграли, наверное, что-то, и возвратились точно так же по Ленина, и вот зашли они, теперь называется это прекрасное здание Домом дружбы народов имени Алексея Школы-Колобовского. И вот был ответный концерт. Лето, никого нет там, ну были все-таки солисты, которые были в городе, нас всех собрали, и, значит, и вот
Все хорошо, что мы свое с Альбиной Борисовой. Это я вот как тренер-коуч, значит, да, вырастила вот Альбину Борисову, народной артистки России, это удивительного голоса, конечно же, этот удивительный голос, конечно, требовался в огранке, и вот так когда-то я организовала вот ее стажировку на 3 месяца в Италии и нашла спонсора, значит, ну там ходила действительно, упрашивала всех, и вот сам покойный вот, Мобитекса, он решил стать спонсором и платил за нашу гостиницу, и уроки для маэстры Розанны Липпи, которая пела вот эти партии Альбинины, вот в Травиате, конечно же, Виолетту, но сначала мы учили Джильду в Риголетто. И в 3-й месяц мы занимались уже концертным репертуаром. Каждый день мы ходили к ней, и каждый день он платил за нас вот $100. Значит, ей вот все это расценки вот такие были. И мало этого, мы еще нанимали студию одну, потому что надо же, днем мы ходим к ней, а утром мы все ее замечания прорабатываем вот за роялем в студии. И вот потом был вот в этом зале был отчетный концерт Альбины. Ведь вот эта Розанна Липпи, она была ученицей Тоти Дальмонте. Это вообще историческая такая личность, от которой ведется отсчеты каких-то и опер, и вообще какой-то школы чьей-то там. И, значит, и я когда объявила, что Альбина, она в этом, на этом концерте, вот, да, она... Или это было после? Ну ладно, в любом случае, когда Альбина спела вот на этом концерте в зале Дома дружбы народов, как сейчас он называется, это здание, то зал спела она сначала «Царицу ночи». Ну раз австрийцы надо что-то Моцарта петь, мы спели «Царицу ночи» арии, ну очень большие овации были, а когда мы им еще на бис, так сказать, мы же недавно вернулись с конкурса, сыграли им сказки Венского леса, зал встал. И вот зал встал, аплодировал, и вдруг, ну мы ушли, и вдруг раздается телефонный звонок. С вами хочет поговорить, с вами будет разговаривать, секретарша говорит, с вами будет разговаривать председатель Верховного Совета Республики Михаил Ефимович Николаев. Я замерла с трубкой, и вдруг на этот бархатный голос, значит, мне говорит: Анна Петровна, поздравляю вас. Нет, не так. Аида Петровна, благодарю вас за подготовку Альбины Борисовой. И вот тут надо было мне вообще, знаете, вот как-то подождать еще каких-то слов, да? А я, как всегда, значит, да, спасибо, Михаил Ефимович, ну что вы, я какую-то бытовую сферу все это перевела, и вот это же моя обязанность, вот работать, значит, да? И вот с тех пор он понял вообще значение классической музыки и всегда брал, вот я бригадир, концертмейстер, вот концертной бригады нашего первого президента, позвольте представиться, вот, туда входили. Первый, вот он был великим режиссером своих приемов, первой выступала Нина Чигирева. И вот, да, совершенно верно, к сожалению, она сегодня не может присутствовать, но вот вот даже вот были вот поездки у нас на Ленские столбы, мы там должны были тоже подъехать и там спеть для тех, кто поднялся на Ленские столбы, спустился, и вот они распаренные, совершенно, значит, уже уставшие, садились, значит, на стулья такие, ну, вот так-то уже и пить хочется, и пьют, значит, воду, и обмахиваются шляпами, а он им концерт. И вот выходит, они так, конечно, как-то собираются как-то более-менее прилично сесть. И думают, видимо, про себя, ну ладно, ну я просто так говорю, ну ладно, пой там Чукча, да? Вот. Я думаю, что они так про нас и думали. И вот начинает звучать голос Нины Чигиревой. Этот бесценный тембр.
бесценного тембра, с какими-то обертонами. Я вот даже сейчас вспоминаю его, у меня вот так вот идет по голове. Ведь с ней приезжал вот Валера Шадрин, он приглашал сюда Важу Николаевича Чачава, это концертмейстер вообще Елены Образцовой, Ирины Архиповой, и он приезжал для того, чтобы от тех меццо-сопрано насладиться еще и вот этим чудесным голосом, этим тембром бесценным нашей Нины Щегелевой. И они сразу, вот эти гости любые, сразу, вот первый номер, вот он ставил его впереди, вот она пела или, значит, какие-то не русские романсы, она только арии пела. И вот, значит, тут вот наша команда, вот тут Нина Щегелева должна быть, почему? Ну, на другой фотографии она есть. Вот Иван Степанов, он первый бас России. Бывал еще иногда тенор, Семен Наконечник, а чаще он брал Петра Готоева, вот этого музыканта невероятного совершенно, новатора, значит, очень глубокого человека, который написал диссертацию, нет, не диссертацию, он написал дипломную работу о Хамузе. И вот, когда все это, вот они приходили в себя, уже, наверное, даже наслаждались, чувствуя себя как настоящий вот, в Зальцбургском зале каком-нибудь, да, в оперном зале сидят, они воображали себя по уровню пения ее, они воображали себя, наверное, в Зальцбурге, чуть ли не в Золотом зале. И вот потом выступал Петр Готоев. Ну, тут, конечно, феерия. И однажды, я помню, вот на приеме у Ельцина он попросил у него, чуть ли не вырвал из рук, нет, но, во всяком случае, нет. Но он сказал, дай-ка денег, да? Вот тот вынужден был, да? У него. И вот он начал трынкать. А Петя, это был его концертный инструмент. Он стоял над ним и говорил, я вам другой дам, я вам другой подарю. И вот он вернул его. Но вот это было вообще, всегда было фантастично, вот выступление Петра Готоева. И после него выступал Иван Степанов, значит, это «Эй, ухнем», и в конце всегда выходила Альбина Борисова. И вот сейчас, наверное, да, сейчас мы уже в нетерпении сидим, хочется уже дать слово Ее Величеству музыки в исполнении Аизы Петровны и ее незаменимых прекрасных, ярких коллег, которые вот были только что в рассказах. Дорогие друзья, уважаемые ценители музыки, якутяне, гости, приветствуйте народную артистку Российской Федерации, Республики Саха-Якутия Альбину Борисовну. Thank you.
Две музы искусства. Нарука Саха, Альбина Борисова, Ариза Решетникова. Весьма символично, что этот замечательный музыкальный номер был обрамлен еще и в танце учащихся Якутской балетной школы имени Аксиньи Натальи Посельских, о которых мы сегодня так много говорили. Вот этим студентам, талантливым ребятам тоже давайте аплодисментами их поблагодарим. Друзья, ну а сейчас у нас следующая нота. Какая нота, спрашивает у меня Лиза Петровна. Какая нота? Давайте подскажем. Си, да. Так. А вот сейчас я здесь вас удивлю. Сейчас я вас удивлю. У нас будет, значит, так. Будут сейчас сразу 3 ноты. Вот ля, да? Ля на... Еще ее буквенно, есть еще буквенные названия нот. И вот по-латински вот ля – это буква А. Си бемоль – это буква Б. И до – это будет С. Вот А, Б, С. Вот до второй октавы А, Б, С. Это такая... Это вот такое начало латинского алфавита, как бы новая ступень в моей жизни. Знаете? Да, сочетание вот из музыкального мира АБЦ, вот такой интересный терминность, и таким образом к ноте Си мы подкрадываемся не просто так, а назовем этот этап музыкальной нашей истории «Сила земли Олонхо». И вот, знаете, у меня наступил новый период жизни. Мне заказали статью музыкальную. Мне заказали в первый том из 6 якутских томов института, теперь он называется Институтом гуманитарных исследований. Вот дело в том, что в Новосибирске началась в Новосибирске началась работа по сбору фольклора и созданию 60-томной серии академической «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». И вот якутскому фольклору было дано 6 томов. И вот первый том, от него отказались все музыковеды. Дело в том, что отличие этой серии 60-томной, каждый том выходил не только со статьей филолога, вот тебе памятник, а вот тебе филологическая статья, но еще и музыковеда. А вот, видимо, к моему счастью, все музыковеды отказались, потому что этот памятник был без магнитофонной записи. Они-то все имели на руках магнитофонные записи, другие тома. Они могли, музыковеды, расшифровать, на ноты положить эти вот напевы и как-то анализировать, обоснованно вот так вот доказывать свои воззрения вот на этот памятник, на музыку этого памятника. А мне вот достался «Кыз да Белие», эпос, записанный от усалданского сказителя Николая Петровича Бурнашова в июле 41 года. Магнитофонов не было. И вот Лена Сергеевна Новик вспомнила, как у нас здесь была всесоюзная конференция всесоюзная по фольклору Сибири, по фольклору народов Сибири и Дальнего Востока, тоже были подступы тогда к этому 60-томнику. И
я вела вот в здании старого Саха-театра вот, концерт фольклорный. Тогда я уже занималась вот программой якутской фортепианной музыкой, и тогда действительно мне было очень интересно. Вот русские композиторы, которые здесь жили и желали писать, и писали фортепианную музыку якутскую, они обычно брали какую-то цитату, вот какую-то народную песню, и потом ее разрабатывали. А якутские композиторы, появившиеся вот после Захара Константиновича Степанова, они не цитировали народных песен, им достаточно было просто вот что-то вот, ну не что-то, во всяком случае, излагать свои музыкальные мысли, а это они были мысли-то якутского человека, и казалось бы, одно и то же, да, вот вроде бы материал-то якутский и европейская техника письма, но музыка совершенно разная. Вот что значит психология национальная, да, и когда я занималась этим, то интересовалась фольклором, естественно. И вот на этом концерте я сгруппировала, вот просто случайно. Нет. Мне повезло, потому что я с детства знала, как поют Волонхо. Я выросла в театре. И каждый спектакль Нюргун-Батор стремительный, или были концерты художественной самодеятельности, всякие фестивали, и приезжали алам-хасуды, они выступали на сцене театра. И я знала, вот особенно в опере, если кто-то встал и начинал петь, я знала, что это надолго, во-первых. Во-вторых, я знала, 5 лет ребенку там. Значит, можно по сторонам посмотреть, потом я стала различать слова в этом пении. Потом я стала понимать, вот этот-то лучше поет, вот, чем тот, да? И вот так, и к тому же мне очень нравились вот песни Абаны, они же пели совсем по-другому. И вот я знала, как поют вот положительные герои, вот изъясняются, значит, со своими богами, со своими предками, вот, да? Они же все вот первопредки наши оттуда, разными путями их ссылают на землю. Вот там или он сидит в животе матери, и вот она подносит Ильге в чороне, и он ее пинает, она, значит, проливает это Ильге из чорона, и там случается падеж молодняка, и все боги говорят, это что за такой буйный, значит, а если он появится у нас там на небесах, он растопчет наши небеса, надо его сослать в средний мир. И вот спускают любыми способами, или ее в виде кобылицы, она спускается, и там 3-месячным недоноском разрешается, и он растет на дереве Аллукмас. Конечно же, хозяйка, она же старушка, и поэтому она кормит его не грудью, а, значит, Аллукмас, да, вот Ама Лахчин Хатун, она не может его грудью кормить, вот, и она кормит его Ильге, который капает с ветвей этого дерева. И вот разными путями они попадают в средний мир, ну и дальше начинается их биография. И вот я знала, как поют, и вот этот стиль челетиры я назвала буквой, я обозначила буквой А латинской. АБЦ, да? АБЦ. Вот. Буявай kodun oğlunu güne tiren tiyen kelbitiger nelben ayıhıdı ыңыран эңелие туайта. Конесов поет. Это наш мультик Нюргун-Батор стремительный. Роды происходят. Это народит Кюнчелебиней Туярмуко. Так. Это Аймага, значит, да? Идем дальше. Аймага. А вот богатыри Абага, они пели совершенно по-другому. Как могу, конечно, изображу. Низким грубым голосом. То есть Калыгаха нет, вот такие тремолы, всякие страшные вещи, гнусава. Каждая интонация маркирует, не наш поет, чужой поет, да? И вот вот так. Колесо. Этот стиль я назвала буквой. Этот стиль я обозначила буквой Б. Да, вот, богатырь Абага. Да. А третий стиль пения — это девки Абага. Это женщины Нижнего мира. Они, значит,
взбалмошные и поют в таком, сейчас скажу, ну как будто картинки, как бы вот карикатура на него. Вот как будто вот такие взвизги, значит, да, и такой судилище 3 колыбелей у Нергуна, и вот это поет его воспитательница, так сказать. Вот, и вот так я обозначила эти стили пения, а теперь как я поставила себе задачу ответить на 2 вопроса детские. Как поют Воланхо? Я на него ответила. Почему поют Воланхо? Вот это оказалось сложнее. И вот я освоила метод структурного анализа Проппа. Все филологи знают вообще, в принципе, да? Но почему-то только короткие сказки, они вот так членят, да, вот этот текст. А я его применила к Воланхо, этим огромным сказаниям. Вот. И, значит, вот я сделала структурный анализ. Из каких сцен? Вот сплошняком читать, там, сплошняком читаешь, и обычно ничего не понимают. А я их разбила на сцены. Из каких сцен состоит этот наше Кыздыбелье. И вот я сделала эту таблицу. Вот таблица. Первое вступление, земля первотворения. Потом девка Авага, она, значит, хочет поселиться в Среднем мире, и отца спрашивает, своего отца, Авага спрашивает, можно ли ей поселиться. Он говорит: вот, я знаю, твой характер плохой, ты будешь задираться к людям, там будешь мешать им. Не, она тайком все-таки поселяется. И крадет мальчиков из 3 миров. Из верхнего мира, среднего и нижнего мира. Вот, и, значит, она знает, кто как, где там беременная ходит, и она ложится под порог, и вот когда они переступают через порог, она всасывает этих детей и случается вытидыш. Вот так и ходит вытидыш, что их украли девки Авага, да? Потому что там они не рожают никто, там время вообще в другую сторону движется, не по часовой стрелке, значит, да, а напротив, потому что, вот как вы смотрите в верхнем мире, значит, так, вот вы смотрите на карту мира, и у вас, то есть, да, ну ладно. И вот АБЦ я, в общем-то, доказала в своей таблице, я сделала, вот я счастливые годы, сколько лет я даже не знаю точно, но 87 Воланхо я проанализировала вот таким способом. Потрясающе. 87 Воланхо. Это заслуживает очень большого уважения. И получилась вот такая таблица. Они поют, когда и в жизни пели, в обрядовой ситуации. Если нет детей наших в жизни, что делали? Просили у божества. Да. И Воланхо то же самое поют, когда они получают этот благо, душу, да? Ага. Детей, ребенка. Когда они получают душу ребенка, то происходят роды, вот в Библии. И вот женщина с повитухой в жизни тоже пели друг друга, потому что чтобы вот пение с Кылыахом не понимают Авага, чтобы они не поняли, какой важный момент тут случается, чтобы они не смогли навредить ему, они пели друг другу. И так каждый, имя наречения тоже пели. Вот гость обычно нарекал имя, ведь гость это посланец богов, поэтому и Троицу Рублева, значит. Вот, и он, гостя встречали, ну, кормили, и просили дать имя. Он делал вид, что засыпает, и потом просыпается и начинал петь. Ой, какой чудный сон я видел. Там и сэх, там много, от одной пары, и дети, и внуки, и правнуки, целый сэх. И все с таким почтением называли, если это девочка, эту хатун называли каким-то именем. И вот, то есть он предрек ей долгую жизнь, большое потомство, и вот и назвал, и дал ей имя. И то есть я вот все это показала в таблице Кыздыбелье. Андрей Савич эти 4 страницы прочел, значит, все понял, сказал. Эту толстую книгу не читал, поставил и получил золотую маску. И действительно, после этого... Все гениальное просто. Очень хорошо. И потом я сделала такой же анализ у строптивого Кулункулусту, ну, там было очень много страниц, но он тоже поставил. То есть так появился театр Воланхо. Мораль басни такова: если вдруг захотите получить тоже золотую маску, высшую театральную награду,
стоит, да, тоже изучить. Очень интересно. Но вот такая вот интересная, содержательная у нас получилась в жизни, мелодии жизни Аизы Петровны «Нота Си». А сейчас я приглашаю на сцену заслуженную артистку Республики Саха Анну Дичковскую. Она сегодня к Аизе Петровне, ко всем нам не с пустыми руками, а с замечательным произведением. Так. Значит, Анна Дичковская, это не просто вот кто-то там пожелал, значит, это моя одна из любимейших учениц, вот Альбина, она, мы, Ализа, мы 3А как бы, да, и вот Анна, она, у нее удивительный тембр и работоспособность дикая совершенно, и вот мы с ней сделали программу романсы Чайковского, Рахманинова и якутских композиторов, и вот, поскольку мы уже создали музей, когда мы создадим его по сценарию, не знаю, но вот поскольку музей уже существует, и у нас есть ассоциация замечательная музеев музыкальных России, музыкальных музеев России, и вот мы ездим туда и показываем свои видеоэкспонаты, как вы понимаете, ведь устные памятники по-иному не покажешь, в принципе, зачастую, и вот мы стараемся вот эту свою миссию этого необычного музея. Таких музеев нет, потому что все только вот вешают картины, значит, да, вот в музыкальных музеях там ноты висят, там портреты и так далее. Ну вот, и, значит, мы вот визуализируем вот обряды, да, вот и мультики делаем, и сказки. У нас есть кукольный театр в музее. То слово мы визуализируем. И вот Владимир Ильич Толстой трижды был в нашем музее, и третий раз вот в этом безобразном нашем сегодняшнем помещении, фактически одна комната, он зашел такой радостный с Шолоховым. Он ехал, кстати, в Русское Устье, но это об этом отдельный разговор. Он узнал об этом Русском Устье у нас в музее при первом своем посещении вот Русско-Азиатского банка. И вот он говорит, ну что новенького придумали с визуализацией устных невидимых памятников. Вот. Я сейчас представлю с удовольствием. Мы с Анной пели во всех музыкальных музеях России. У Чайковского в Клину, у Чайковского на родине в Воткинске. Значит, у Рахманинова там несколько раз были в его имении Ивановка. Там просто обожают Анну. И, значит, и вот это вот у Чайковского в Клину. И потом по всем музеям, музыкальным музеям был семинар у нас музыкальных. Был семинар организован у музыкальных. Был семинар организован у работников музыкальных музеев России, в музеях Германии и Австрии. И мы пели в музее Вагнера, в музее Лист, там, в музее Моцарта и так далее. То есть вообще это была бесподобная поездка. Я очень благодарна за то, что она вот этим концертом поддерживает наш музей и везде создает такой имидж, что вот у нас концертный зал есть в музее и так далее. И вновь мы даем слово Ее Величеству музыки на сцене Анна Дичковская, заслуженная артистка Республики Саха. Show my love,
Самые большие сцены, множество стран, замечательная армия зрителей, слушателей, Анна Ячковская и непревзойденная Аиза Петровна. Ну, а сейчас, Аиза Петровна, я хочу представить залу, гостям, участникам вечера человека, тоже одного из, уверена, безусловно, самых дорогих, который занимает особое место в вашем творчестве, в вашей жизни. Руслан Габышев сегодня с нами. Да, он здесь присутствует, и мы его тоже приветствуем юбилейными праздничными аплодисментами на нашей сцене. Пожалуйста. Вообще этот человек возродил, вообще у всех тюрков есть щипковые инструменты, а вот смычковых струнных мы все утратили. Даже казахи, эти инструменты, самый инструментальный, самый вот народ, который любит свою инструментальную музыку. У них даже эпос исполняется на домбре. Вот он едет на этом, пускает стрелу мимо. Снова дальше едет, программные кюи у них есть. То есть весь народ понимает, о чем он играет. И вот Руслан вот поразил совершенно. Ты что будешь исполнять? На около, да? Но вот Руслан совершенно их потряс вот своим смычковым инструментом кылсаха, да? Он сейчас называется так, он сначала назывался кылыгас, да все. Но вот нет, вот мы утратили, они все в восторге от него, и, боюсь, вот переманят, да? Аиза Петровнаны мен бастан келер бір. Отан классический музыка öğrenmeyi kırarlarken hoca hengere hoca kalbitim. Başta точно nota öğrenmete bulayım bir hengere hoca hana alakettim. Ondan onluk bu olan yine bu instrument ütüp batağı diyor ta notanı bir beyaz hayabat bakaya kıkır туда-сюда играть, вот так. Ну-ка, Руслан, играй кыкыр. Вот так. Вот он, Аиза Петровна, Галбипер, Чахов, Александр Иванович конкурсы, кенеттен будут поддержкалан. Бу кылсаха ансамбль өскәт, онтан оны билеген уструны искон без голос хылгы кыла тыгыр болды. Ondan bu Aizа Петровна оқсат оңырден көрдөспіді, екі хылқұдды кәпіден кәнне оңыр бұдым. Ondan öyle bilgin olan koyun batı tuttuğulan neler var. Aziyana bilgin onun bana barına sırıttı. Bulduk. Olmasına instrümeni kullanıydı. Onun bu benim oңыр бұды оқсабын бөлектейбім мақтанан тұрады. Вот так вот. Настоящие мужчины на коленях сегодня балуют вашу Аизу Решетникову. На коленях преподносят подарки свои. Onun bu tabıllı batakın instrument var. Taskaydan ara kayıtlar bakın kimden adı baka turan barın bu kontorana sorar diyor onunla kata bu belektibin bana. Kıyafına bakan olur kimde takıyım bakan bataka ana bu dünya kadar başta tura degin yoktu hıncı var. Etkiye kamar gibi oldu. Allah'a duydu. Engin abahların müzika termayın derçe. Canım, onu bileyim bu oksağa oynayan hitleri improvizasyon onu kırıta kolbonu onu ketihati ün. Расскажу о нем. Я ему говорю, ты знаешь, вообще, наверное, первый струнный-то был этот лук охотничий. Ну, на нем можно было вторым луком играть. И об этом все знают, и пишут об этом. И вот он думал об этом, задумался над этим, и вот все-таки создал он свой. Вообще такой музыкант, пока его он не слышит, я расскажу. У него есть диск, записанный им самим вот в мае. И вот в этом диске есть пьеса «Одиночество» называется. Там 3 голоса
один женский голос вот жалуется, о чем-то жалобно, жалуется, вторая женщина поддерживает, да, бедная моя, там типа, да, что-то так сочувствует, и мужской голос иногда там вздыхает, и что-то такое тоже сочувственное говорит. Потом он мне позвонил и сказал: Аида Петровна, я тут сочинил, ледоход уже шел, шуга, ледоход, шуга, как, в общем, объяснил, ледоход. Ну ладно, и он поставил этот телефон свой и начал играть. И снова что-то очень такое печальное. У нас-то видите, какая у нас вообще в русской музыкальной культуре и вообще весна, там это ручейки бегут, природа оживает, значит, и все радуются этому. А судя по фольклорным песням о ледоходе, у якутов в сборниках песен, у югагиров тоже, очень печальные. Они воспринимают вот идущий лед, уходящий лед, как уходящую жизнь, да? И вообще очень интересный человек, уникальный, можно сказать, и вот хорошо бы его повезти в германские музеи, если он здесь, давайте его наградим стипендией Улы Йоханссон, чтобы он в сопровождении там своих сопровождающих поехал туда. Там в каждом музее есть такие аппараты акустические, они могут выдать ему всякие справки, какие там, все это описать так, как надо. И чтобы наши девочки могли защититься впоследствии музыковедами стать, или Мариам, или вот Томская, да, вот, ой, привет, здравствуй, дорогая. Вот эта девушка, она вот организовала скрипачей своего ансамбля, и они создали вот этот уникальный ансамбль Кыл-Саха, и по всей России, мало это, по всем тюркам ездят, и в Турции, там, и в Казахстане, и прямо боимся, что вот они там переманят что-то, или переманят нашего Руслана, и вот изучают они все, ведут дневники, говорят, как он появился у них. Сначала я рекомендовала его как солиста для их оркестра, но я никак не ожидала, что он всем сделает инструменты, они все научатся, и все вот создадут такой ансамбль, уникальный ансамбль. Кто-то, может, сыграете пока? Итак, друзья, потрясающий симбиоз, ансамбль Кыл-Саха. Рустам, конечно, он уже начал.
Донсаха, Руслан Габышев. Браво! Спасибо вам большое за такой прекрасный, шикарный музыкальный подарок. Ну, а музыкальные подарки на этом не заканчиваются. Сейчас мы на сцене будем приветствовать удивительный коллектив с интересным именем Херму Хеджи. Давайте посмотрим. Встречаем тепло, аплодисментами, юбилейными праздничными. Уважаемая Аиза Петровна, благодаря вам мы очень рады, что вы поддерживаете нас, малых народов, везде и вовсюду. И вот поэтому, видите, у нас такой клуб. То, что вы все видите, да, и даже вы нас, таких малых народов, увидели, и вот поэтому я вам дарю воротник такой, тут все есть, и небо, и солнце, и вокруг танцующие люди. Я надеюсь, что помнит и всегда вот так. Спасибо большое. Гундакуна латапуча лбила Аиза Петровна ке гамни ходжам гадама эргаран айбитнава эргаран мототро танагуникана Ну, сегодня мы слушали северные напевы. Сегодня в гостях у нас была великолепная классическая музыка, звучала якутская национальная музыка на инструментах. А сейчас давайте послушаем удивительный таюк. Таюк наши предки всегда пели в самые знаменательные, значимые, торжественные моменты. А сегодня как раз такой день. Друзья, Варвара Баюкова сегодня с потрясающим музыкальным подарком.
Айза Петровна, ну и в такой прекрасный момент вам слово. Вот и подходит наш вечер к концу. И, значит, я хотела бы сказать следующее. Конечно же, есть мечты, есть потенциал в нашем музее музыки и фольклора. Например, когда у нас был Спиваков Володя, один раз он в Якутию приезжал проездом из Японии со своим оркестром, то он посетил нас и оставил, после прислал он письмо Вячеславу Штырову такого содержания. Уважаемый Вячеслав Анатольевич, всегда интересуюсь судьбами однокашников из интерната Центральной музыкальной школы. Вот он был в интернате при Московской консерватории. Я издали поражался деятельности Аизы Решетниковой. Возможно, к ее многогранности здесь привыкли. Но поверьте, нигде в мире нет пианистки, помимо сольных концертов, сделавшей в радио-телеэфире сотни передач, пишущие не только критические и музыковедческие статьи, но и научные монографии об архаических памятниках фольклора, организовавшие Музей музыки и фольклора народов Якутии, международные конференции, публикующие книги, снимающие этнографические фильмы, защитившие диссертацию кандидата исторических наук. Уважаемый Вячеслав Анатольевич, я прошу вас поддержать Аизу Решетникову в реализации ее просветительских идей, требующих соответствующего пространственного воплощения и камерного концертного зала. С уважением и с пожеланиями добра и удачи во всем. Владимир Спиваков расписался своим, пером, и тут расписался сам Володя Спиваков. Это все хорошо, конечно. И Владислав... И вот Вячеслав Анатольевич, он выполнил эту просьбу. Он выделил нам старинное здание 1873 года, вы догадываетесь уже. Это Якутская мужская городская прогимназия. И вот мы ее охраняли. Вот у нас там был этот вот сторож, и поэтому здание это не сгорело. Его пытались поджечь, потому что у него был свой вагончик, он прошелся вокруг, у нас не было вот этой видеоаппаратуры, сколько-то тысяч нам все министерство не давало. И вот его зашел в этот вагончик, и за это время там успели поджечь, и пожарные обнаружили химию и доказали, что это был поджог. Для того, чтобы освободить место для автостоянки, знаете, это вообще, конечно, это все, даже не знаю, но надежды есть, дорожная карта есть какая-то, мы ее выполняем, но с той стороны не выполняют, и главное, что у нас есть номер в едином реестре памятников истории и культуры Российской Федерации. У него есть свой номер, так что если даже что-то плохое, не дай бог, в общем, мы ждем того, чтобы наконец-то мы все требования, чтобы мы выполнили, и чтобы наконец-то взялась бы та сторона, которая может что-то предпринять в этом отношении.
принципе, он очень хорошее здание. Мы хотели бы быть не в этом огромном Алан-Халенде, а мы хотели бы сами работать в этом здании, которое всю жизнь служило образованию Якутии. Служило образованию Якутии. Оно для нас равноценно, как в России, вот Царскосельский лицей. Вот для нас там учились все отцы-основатели государственности, в том числе и репрессированные. Там учился весь цвет будущей интеллигенции якутской. И вот если бы там, в этих стенах, были, вот как сейчас я представляю себе, значит, сначала заходите в зал якутской музыкальной этнографии, затем, нет, на первом этаже не так, вот эти первые, вы заходите, и внизу находится концертный зал, эти 5 окон на первом этаже, потом идет кукольный театр, 3 окна снаружи, потом идет 3 окна детский центр, потом, значит, через коридор, физкультурный зал же там был, это будет зал игры и танцы народов Якутии, и наверху будет точно так же 5 окон этой якутской музыкальной этнографии, второй зал, следующий зал 3 окна, это тунгусоязычные, наши венки и вены, и третий зал вот там до угла, это народы Арктики, это юкагиры, чукчи и долганы. И через коридор это будут уже русские старожилы, это русское устье на Индигирке, и это переселенческие народы, значит, венские имщики. Вот такой да, дом. мы благословляем, чтобы это пожелание, эта мечта главная сбылась. И сегодня хочу добавить только одно. Вот мы на этом синтезаторе сегодня сыграли ноты жизни, прекрасной, нескончаемой, светлой мелодии жизни Аизы Петровны Решетниковой. Пусть звучат мелодии еще лучше, много-много лет. И сейчас, друзья, мы всех вас приглашаем с этими словами на единый круг Асохой. А потом на фуршет в верхнее фойе. Всех уважаемых гостей просим присоединиться к единому кругу танцу Асохой.